Команды международных исследователей будут изучать республики, чтобы ответить на вопрос, где в Якутии в январе самая низкая температура воздуха. О том, в каких условиях придется выживать участникам экспедиции, знает моя коллега Юлия Великодная. Она выходит на прямую связь со студией. Юлия, я тебя приветствую. Что готовят организаторы для покорителей холода? Анастасия, здравствуй. Мы находимся в местности Чучур-Муран, где второй день проходит испытание палатки. В это сложно поверить, но за окном в Якутске минус 41, а в местности Чучур-Муран еще холоднее, температура воздуха минус 44. А здесь в палатке термометр показывает, давайте посмотрим, 24 градуса со знаком плюс. Градусник висит на средней высоте. Сама палатка, она 3×4, она рассчитана на 3-4 человек. Нас как раз здесь 4. Это Герман Арбугаев, путешественник, и Вячеслав Ипатьев, руководитель. Сейчас мы поговорим с Германом, который расскажет, как проводились испытания, сколько потребовалось дров за эти сутки и как тепло держала палатка. Ну вот палатка у нас второй день находится в собранном состоянии. И вот хату Сахатент шили такое по типу, знаете, автоодеяло. Стеганая такая. Материал такой же, собственно, бамбуковый утеплитель. Размер вы уже сказали. И, собственно говоря, вот и печка здесь. Ну, мы ее вот всю ночь топили. Ну, как всю ночь? В общем, вот за счет вот этого поддувала происходит регулировка этой температуры. Вот так вот она работает у нас. Да, когда мы только зашли, было плюс 16, а потом отрегулировали, и в палатке значительно потеплело. Вот, и регулируется за счет, передвигаем это поддувало, и за счет доступа кислорода увеличиваем тягу больше-меньше. Вот, и в ночной режим мы ее тут вот так уменьшаем, и чуть прохладнее становится. Ну и расскажите, как будут ночевать участники, первые участники, какая у них одежда для них предусмотрена, мы сейчас все покажем. Значит, ну, ночевать будут вот такие спальники, и потом, как вкладыш, уже будет пуховый спальник. Вот. Будут изготовлены нарты на высоте где-то нары на высоте где-то полуметра от земли. Вот. И такие вот валенки у участников экспедиции самый надежный вариант, подшитый войлоком. Вот. Ну и, собственно, самое главное, это мы будем стелить, конечно, еще оленьи шкуры. Вот, и утеплять по периметру снега. Ну и вот во время испытаний выяснилось, что все-таки по полу дует. Вот хоть мы очень легко одеты, сняли куртки, но ноги немного подмерзли. Мы будем стелить это гофрокартоном. По периметру еще пенофолом прикроем, снегом подсыпем, и я думаю, будет нормально. Мы еще сверху сейчас тент накрыли, чтобы вот через вот эти швы у нас не поступала влага от, значит, изморози, которая будет в любом случае, там мелкий снег, он по швам будет, как конденсат будет. Поэтому, чтобы это исключить, будет накрыто общим тентом. Ну вот, собственно, так. Ну, участники будут в Верхояне и Аймиконе искать самую низкую температуру. 14 дней они будут жить в таких условиях. И сейчас Вячеслав Ипатьев, подойдите, пожалуйста, расскажет нам поподробнее об участниках. Есть уже 3 претендента, журналиста и блогера, и среди них есть даже женщина. Да. Женщина это Наталья Белякова из Петербурга. Она журналист, консультант Ростуризма. Вот. Она, в принципе, оказалась самым первым участником. Вот. И этот самый, 2 других блогера это Илья Воскресенский и Павел Матвеев. Они очень популярные личности, фотоблогеры. У них сотни тысяч подписчиков, и я думаю, что очень большое количество их читателей узнает об этом уникальном эксперименте. Вот. Проходить будет экспедиция в течение 14 дней, 2 недели. Одна экспедиция будет в Верхоянском районе находиться, в районе речки Нельгисе. Это где впадает ручей Кенкюрях
Вот, рядом с автозимником, по которому сейчас уже началось движение автомашин в сторону Батагая. А вторая экспедиция будет находиться тоже рядом с федеральной трассой, недалеко от местности Борустах. Это где-то за Уснерой в сторону Магадана, километров 120 примерно так. Тоже поблизости от федеральной трассы, поэтому там легко будет их транспортировать и эвакуировать, если что, не дай бог, произойдет. А вот расскажите, что значит искать самую низкую температуру? Ну, значит, во-первых, в стационарном лагере будет ставиться стационарная метеобудка, где будет установлен низкотемпературный термометр. И по методике, утвержденной Госкомгидрометом, они будут замерять температуру 2 раза в день. В самое холодное время дня это утром в 6 утра и вечером в 9 утра. Вот это самая низкая температура, когда замеряется низкотемпературным термометром. Потом у них задача стоит на оленях упряжках или на снегоходе. Они будут ездить по близлежащим котловинам, изгибам местности, где скапливается холодная температура. И там они уже будут замерять это цифровым термометром. То есть они будут примерно составлять карту местности, да, с залеганием низких температур. Все это будет фиксироваться, записываться, и потом будет уже искаться самая холодная точка по вот этим многодневным наблюдениям. Все это будет суммироваться, и побеждает та экспедиция, которая установит самую низкую температуру вот за эти 2 недели. Эти 2 недели – это самый холодный период года, поэтому, я думаю, они поймают самую низкую температуру. То есть это даже будет такой соревновательный дух. Спасибо. Да, Спасибо, да. Вячеслав. Для участников экспедиции подготовят еду быстрого приготовления. Это борщи, заготовки из различных блюд, чтобы они не думали о еде. Сушить одежду они будут и обувь возле печки, подвешивать на крючки, чтобы согреться. Но организаторы продумывают мелочи, какие могут возникнуть еще трудности, поэтому испытание палатки, печки еще продлится. Мы будем следить за этим. Ну а сама экспедиция начнется в январе 2020 года. Настя, у меня пока такая информация. Да, Юля, спасибо. Действительно, очень интересный опыт, эксперимент. Хочется все знать, как будут жить, где спать, что кушать и так далее. Юля, большое спасибо еще раз за подробную информацию. Я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега Юлия Великодная.